7 октября отмечается День беременных. Это такой праздник, если можно так выразиться, может быть, относительно молодой, но тем не менее он имеет место быть. Вот в чем его значимость и почему его учредили, давайте обсудим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии. Ирина Фаткуллина, заместитель главного врача Республиканского клинического перинатального центра, главный внештатный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, ну и доктор медицинских наук. Не могу все это не перечислить. Ирина Борисовна, здравствуйте. Добрый день, Роза. Ирина Борисовна, вот сегодня повод для нашей встречи с вами – это День беременных, который приходится на 7 октября. Когда учредили этот день? Этот праздник носит всероссийский характер. Его учредили в 2022 году. Его празднуют дважды в год. Это 7 апреля и 7 октября. В эти дни мы всегда активно занимаемся освещением темы беременности. Мы говорим о том, что мы ждем женщин в своих женских консультациях для того, чтобы проводить лектории, мастер-классы, конкурсы рисунков, конкурсы поделок. И все это широко осветить в печати, в прессе. Целью этого праздника является популяризация в целом состояния беременности у женщины, потому что женщина, которая родила, имеет огромные преимущества в состоянии своего здоровья в дальнейшем. Она профилактирует некоторые заболевания. Сегодня мы говорим о том, что женщина, которая родила и лактировала, снижает риски таких заболеваний, как рак молочной железы, миома матки, эндометриоз и многие-многие другие заболевания. Это прежде всего выгода для самой женщины в плане ее здоровья. Но еще мы должны в эти дни говорить о том, что сегодня государство делает огромные шаги по материальному укреплению семьи, по предоставлению помощи на всех уровнях. На сегодняшний день нет ни одной категории беременной, которой бы не оказывалась материальная помощь со стороны государства. И она разделена, это касается и женщин беременных, студенток, это касается и работающего населения, и, так скажем, слоев более старшего возраста. Поэтому на каждую из беременных, и многодетных, конечно, безусловно, семей, и одиноких мам, то есть государство поддерживает однозначно беременность, и это состояние, оно, конечно, должно в обществе приветствоваться как почетное состояние, как главная миссия женщины. И сегодня, конечно, поскольку снижается коэффициент рождаемости во всем мире, и не только у нас, в России, да, есть страны, в которых очень низкий коэффициент рождаемости, мы сегодня говорим о том, чтобы женщины наши рожали, чтобы они занимались семьей, потому что семья с детьми – это всегда более полноценная, более серьезная ячейка общества, которая дает государству огромные, так сказать, преимущества в плане и народонаселения, и всех остальных моментов. Ирина Борисовна, вот мы с вами говорим о том, что нужно женщине родить, что проводятся мастер-классы, лектории сегодня и так далее. Но как подготовиться к беременности, вот это вот один из таких моментов. И с какого возраста начать подготовку? Потому что вот женское здоровье очень хрупкое. Да, вы действительно правы. Сегодня мы уже несколько лет говорим о так называемой прегравидарной подготовке, о том, что нужно не просто... Вот по статистике 60% женщин, которые приходят к нам вставать на учет, узнали об этом случайно. Они говорят: ой, у меня задержка, и, так сказать, ее молодой человек или муж улыбается, в семье радуется, но это возникает неожиданно. Но мы сегодня говорим о том, чтобы сделать это, так сказать, на этапе подготовки еще, чтобы женщина и ее супруг, который является тоже на 50% генетическим материалом будущего ребенка, занимались прегравидарной подготовкой. То есть это коррекция основных заболеваний, гипертония, сахарный диабет, санация инфекций половых органов. И сегодня для этого делается так называемая диспансеризация с целью оценки репродуктивного здоровья населения. На сегодня мы в республике активно этим занимаемся, и уже эта программа приносит свои определенные результаты. Мы занимаемся оздоровлением лиц, находящихся в репродуктивном возрасте, и думаем, что это принесет свои плоды. Ирина Борисовна, если к беременности готовятся, а не просто вот так вот, что это сюрприз, иногда приятный, а иногда не очень для некоторых персонажей, но тем не менее...
на каков процент исхода именно счастливого завершения беременности? Ну, действительно, вы правы, прегравидарная подготовка снижает риски возникновения осложнений беременности на 20-25%. То есть это женщины, особенно которые категории более уязвимы, которые имеют заболевания и, не зная об этом, вступают в беременность. Это, конечно, вот именно эта категория, они снижают свои риски. Поэтому мы активно рекомендуем заниматься прегравидарной подготовкой, потому что это не только обследование, это еще и комплекс лечебных мероприятий. Тогда, когда назначаются препараты для того, чтобы снизить риски врожденных аномалий, инфекционных поражений и так далее, и так прочее. Поэтому мы очень считаем необходимым заниматься прегравидарной подготовкой. С чего начинать подготовку? В первую очередь это сходить к женскому доктору, правильно понимаю? Нужно ли сдавать какие-то анализы на гормоны? Или вот что нужно сделать? Потому что такое ощущение, что не всегда участковый женский доктор может сказать все, что нужно. Ну, это программа ДОРС, так называемая диспансеризация репродуктивного возраста. Это несколько этапов, и на первом этапе это просто банальное анкетирование, когда врач по анкете, которая предоставляется, определяется и ориентируется в плане оценки здоровья человека, женщины и мужчины. А далее уже идут несложные обследования, такие как мазок на флору, ультразвуковое исследование органов малого таза, мазок на онкоцитологию, то есть вот эти вот вещи, которые позволяют. Дальше, конечно, это поход, так сказать, к терапевту для того, чтобы определить, есть или нет такие часто встречающиеся заболевания, как артериальная гипертония, сахарный диабет, которые очень помолодели на сегодняшний день, и их тоже нужно исключать либо коррегировать для того, чтобы беременность протекала хорошо. Ну вот сейчас же мы ведем с вами речь не только о женщинах, но и о мужчинах. Да, совершенно верно, потому что мужчины являются неотъемлемой частью и будущего ребенка, и неотъемлемой частью семьи, и без них вообще невозможно в принципе, да. Поэтому, конечно, эти все усилия уделены и мужчине, внимание уделено на сегодня. ДОРС охватывает не только женщин, но и мужчин. Мы ждем также и их в поликлиниках и обследуем и их. И поэтому, конечно, вопросы, допустим, такие как бесплодие, они связаны не только с женщиной, но почти наполовину связаны и с мужчиной. Поэтому вся вот эта оценка репродуктивного здоровья супружеской пары, она должна быть в комплексе. И на сегодня в республике есть абсолютно все условия для того, чтобы обследовать супружескую пару полностью и преодолеть любое бесплодие. Если вдруг не получается естественная беременность, то у нас сейчас есть и искусственное оплодотворение, да, вот условно так назовем, понятно, что там есть разные виды, но тем не менее. Насколько вот именно ваше отношение, может быть, положительное, приветствуете ли вы ЭКО или нет? Ну, конечно, однозначно это технологии, которые помогают женщинам получить потомство в супружеской паре, либо иногда женщина, потому что вклад ЭКО на сегодняшний день в воспроизводство, он где-то порядка 1,5–2%. Вот такой вот. Остальное все это самостоятельные беременности, да. Но сегодняшние технологии, они говорят о том, что больше года не рекомендуется лечить бесплодие какими-то консервативными методами. Нужно как можно быстрее, пока есть еще авариальный резерв, возможности организма, нужно как можно быстрее обратиться к репродуктологам для применения вспомогательных репродуктивных технологий. И сегодня в республике есть квоты по обязательному медицинскому страхованию, есть возможности платной медицины для того, чтобы эти женщины у нас беременели и приходили к нам с беременностью. И поэтому, конечно, у меня, как у специалиста, позитивное отношение, потому что мы видим хорошие результаты здоровых детей, полученных в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий. Елена Борисовна, если вернуться к тому, что идет День беременных, что в любую консультацию можно обратиться для того, чтобы, если, может быть, не планируешь прямо сейчас, но что делать для того, чтобы, допустим, через какое-то время ты спокойно запланировал беременность?
Да, совершенно верно. Завтра можно и сегодня можно прийти в женскую консультацию абсолютно и еще пока не беременным, кто нуждается сегодня в прегравидарной подготовке. Да все те женщины, которые сегодня не беременны и не используют контрацепцию. То есть, в принципе, женщина, которая не применяет контрацепцию, она уже находится на пути к беременности. И потенциально мы должны ей рассказать все то, что она должна делать для того, чтобы беременность протекала благоприятно. Почему важно беречь здоровье женское, мужское? Потому что женское и мужское здоровье является той платформой, на которой зиждется здоровые гаметы, здоровое будущее плодное яйцо, ребенок. Поэтому, конечно, если говорить с позиции акушерства и гинекологии, то здоровые родители – это, конечно, здоровое потомство. И это четко прослеживается, это четко научно доказано. Поэтому, конечно, мы всегда рады работать со здоровыми беременными и их отцами, но и готовы помогать тем женщинам, у которых есть проблемы со здоровьем. И на сегодня у нас тоже все есть для этого. И смежные специалисты с нами работают, эндокринологи, кардиологи, хирурги, для того, чтобы помогать женщинам, и даже онкологи, для того, чтобы помогать таким женщинам. Самое главное – беречь свое здоровье, вовремя обратиться к специалистам. Да, конечно. Ирина Борисовна, спасибо огромное, что, несмотря на то, что у вас такой насыщенный график, очень много работы, вы нашли время, пришли к нам, рассказали о том, насколько важно не только сама беременность, но и как важно подготовиться к этому чудесному времени для того, чтобы оно завершилось счастливо, для того, чтобы родились малыши. Спасибо огромное. Спасибо, Роза. Здоровья. Спасибо огромное. Это была программа «Интервью». Сегодня День беременных. Об этом мы говорили с заместителем главного врача Республиканского клинического перинатального центра с Ириной Фаткуллиной. Спасибо, что были с нами.